«Газель», начиненная взрывчаткой, протаранила главные ворота Назрановского РОВД, въехала во двор, а затем, через некоторое время, раздался мощный взрыв. Таким было утро 17 августа 2009 года. Погибло 25 сотрудников и 136 человек, включая мирное население, получили тяжелые травмы. В числе тех, кто первым открыл огонь по машине, был старшина Назрановского районного отдела Хусен Батаев. Но было поздно. Взрыв все же прогремел. О поступке Хусена родные узнали из рассказов его выживших коллег. Через полчаса после его отъезда я собирался поехать тоже в Назрань. Выезжал со двора и услышал этот взрыв. Это в селении Далаково. Я сразу стал набирать номер телефона брата. Соответственно, ответа не было. И уже начали поступать мне звонки от разных ребят, что, возможно, Хусен находится, в смысле, среди погибших или в эпицентре взрыва был. О том, что готовится теракт, знали еще за неделю до трагедии. Поступали сводки и ориентировки на «Газель». Сотрудники рассказывают, на том утреннем построении они как раз получили точное описание машины. Васамбек Пагоров в тот день помнит отчетливо. Он с коллегами стоял на плацу, где проходил инструктаж. Сначала они услышали шум мотора у ворот отдела, а затем появилась сама «Газель». Дальше все как в тумане. Он потерял сознание и проснулся уже в больнице с ожогами в 40%. После нескольких операций и долгой реабилитации смог встать на ноги и продолжить службу. Единственное, о чем жалеет, что не смог помочь своим товарищам. Там ребята, которые несли службу в тот день, который стояли на построении, знали, что готовится теракт. Но они не знали именно в каком отделе, в каком месте будет совершен теракт. Они могли в тот день остаться дома, уйти в отпуск, уйти на больничную или уволиться с работы. Зная об этом всем, эти ребята мужественно, достойно несли службу, защищая нашу родину, нашу республику. Были пострадавшие и среди тех, кто проживал в многоэтажном доме, прямо напротив РОВД. Одну женщину убили на втором этаже. Об стенку ее ударило и сразу насмерть. Вторую там руку сломали. Еще что там, глаз одному с 6-го этажа выбили глаз пацану. Который. У нас дома дочка пострадала, рама вылетела и попала сюда. Стекла здания выбило в районе нескольких сотен метров. Взрывное устройство мощностью 400 кг в тротиловом эквиваленте оставило после себя воронку диаметром 5,5 метров и глубиной 2,5 метра. Тела многих жертв теракта так и не были найдены. О смерти близких родственники узнали позже, после медэкспертизы. 2 марта 2010 года в ходе спецоперации в Экажеве сотрудники ФСБ уничтожили 6 членов незаконных вооруженных формирований, в том числе и организатора теракта в РОВД. 17 августа 2009 стала черной страницей в истории ингушского народа. Сотрудники, погибшие при исполнении служебного долга от рук террористов, навсегда останутся в памяти народа. Лейла Гайсанова, Новости 24.